С 1 по 14 ноября в городе Владивостоке провели первенство ДВФО по шахматам. Юные шахматисты нашей республики установили рекорд как по общему количеству медалей, так и по количеству золотых медалей. И сегодня в нашей студии старший тренер по шахматам Роман Ганжуров и победитель первенства Дальневосточного федерального округа среди мальчиков до 11 лет Артур Васильев. Доброе утро, уважаемые гости. Роман, ну расскажите, каким составом, сколько человек, сколько детей отправилась во Владивосток? Во Владивосток также поехало рекордное количество участников в этом году. 40 детей было, также тренеры, родители. Это все оказалось возможным благодаря энтузиазму детей, родителей, тренеров, также поддержке Министерства спорта. Сильнейшие наши ученики поехали как по завоеванным путевкам на первенстве республики. В общем, поэтому установили такой рекорд. И результат в том числе тоже у нас получился рекордный, самый лучший. За всю историю Якутии. Так, сколько золотых медалей получили ребята? Золотых медалей в классическом зачете, самым главным, было 5 у нас. 5 медалей, это много. Из 12 всего разыгрываемых, это на весь округ. Если поделить, у нас и у Приморья 5 золотых медалей, и другим регионам осталось только 2. Оставшиеся. Ну, какие были, может быть, соперники, достаточно сильные были ли соперники, из каких городов они были? В первенстве участвуют практически все субъекты нашего округа. И многих, конечно, мы знаем, особенно тех, кто старше. Но сегодня со мной пришел один из наших младших героев, победитель первенства до 11 лет, Артур. И вот его соперников, например, мы только начинаем знакомиться с его соперниками. И там тоже есть очень интересные ребята. Была борьба очень серьезная, захватывающая. Артур, ну нам не терпится узнать, как тебе, сложно ли было, что больше всего понравилось, с какими сложностями пришлось столкнуться или не было сложностей? Ну, были сложности. Ага, какие? Что далось труднее всего? Может, ты волновался или ты боялся думать? Не волновался. Волновался? Ага. Артуру не всегда удавались победы в начале турнира. Периодически получались ничьи, да, в начале, и мы настраивались на высоким результатом. Ну, мы планировали просто быть хотя бы в тройке, потому что всех соперников мы не знали, так как возраст маленький. И при том, что терялись очки в начале, в середине турнира, да, ну, были ничьи, Артур ни одной партии не проиграл. Были просто ничьи, потому что соперники очень упорно сопротивлялись, не всех получалось выигрывать. Вот в этом была трудность, да, главная. Приходилось догонять тех лидеров, которые изначально всех выигрывали, ушли вперед. Но это удалось благодаря финишному рывку, усилиям характера, да, усилиям воли. Стремлением, да? Да, и немножко удачи. Артур, а как давно ты занимаешься шахматами? 4 года. С 4 лет, да? Да. Когда тебе было 4 года, тебя мама привела, да, на кружок по шахматам? Да. Да? А Скажи, ты в садике еще занимался? в садике? Ну да. Еще. Воспитатель детского сада. Как звали? Зовут? Да, Мария Мария Семеновна. Семеновна. Ага. Васильевна. Васильевна. А почему тебе нравятся шахматы? Ну, я сперва шахматы не знала, но потом, когда узнали, что я могу играть, мне сразу понравились они. Ух ты! А в будущем ты хотел бы, да, заниматься, продолжать заниматься? Ага. А кем мечтаешь стать, когда вырастешь? Ну, Ты решил уже, кем хочешь стать? понятно. Наверняка очень хорошим человеком, мы думаем, это получится. Ага, а Роман, какие впереди планы у вас?
Впереди у нас много мероприятий в нашей республике будет, в том числе командные соревнования по шахматам. Сейчас с Министерством образования еще отрабатываем наши планы на следующий год, календарный план. Олимпиада на призы первого президента Михаила Ефимовича Николаева будет у нас в декабре в Малой академии наук на ее базе. Вот над этим ведется работа, и также на следующий год уже планируем выездные соревнования, международные соревнования. А вот что касается как раз-таки первенства, да, насколько вот много участников было? Всего было 305 участников, получается, из 9 субъектов Дальнего Востока. Вот из этих 305 40 были наши. Что ж, Роман, Артур, огромное вам спасибо, что пришли к нам этим утром. Мы вас искренне поздравляем и желаем дальнейших успехов всем юным и всем совершенно шахматистам.